Здравствуйте, меня зовут Николай Токугава, я живу в Калифорнии, родом я из Якутии, и сегодняшняя наша тема будет, как я и уже обещал, посвящена, нападению на Лубянку. То есть, когда Евгений Манюров, в одиночку решил штурмовать штаб ФСБ России, то есть самый центр спецслужб, который только есть в России, короче говоря. То есть, считайте, первое охраняемое, самое охраняемое место в России — это Кремль, на втором месте стоит, ФСБ, штаб ФСБ, и только на третьем, наверное, генеральный штаб, я так думаю. То есть, Министерство обороны, там, вот это все. Так вот, ФСБ стоит на втором месте. Так вот, мы будем рассматривать, мы все уже рассмотрели, то, что было раньше, мы рассмотрим мистическую сторону, этого события. Так вот, чтобы вы лучше понимали, что такое, штаб ФСБ России. Это самый центр, который там есть. То есть тысячи этих самых спецназовцев, тысячи ФСБшников охраняют это здание. Там же рядом есть управление ФСБ по Москве и Московской области. И в общем, короче говоря, там тысячи стволов. Понимаете? Там даже если набрать сотню бойцов спецназа, я не знаю, там французского легиона, взять штурмом его невозможно. То есть это настолько охраняемая штука, что представить себе, как говорится, страшно. Второе, какие там еще силы были, это силы МВД, которые, в случае каких-то внештатных ситуаций в центре, они отцепляют всю территорию, там, они реагируют достаточно быстро. То есть там внутри ФСБ есть, наверное, тревожная кнопка, которую нажимают, и сигнал срабатывает везде. То есть там, наверное, там в Кремле там тоже там набат поднимают, потому что, возможно, нападение на штаб ФСБ — это отвлекающий маневр для нападения в Кремль или так далее. То есть весь центр полностью перекрывается МВД. И они, в данном случае вот это местечко, Лубянка, и там улица Большая Лубянка, Фуркасовский переулок, вот это место, оно очень довольно-таки сложное, чтобы его перекрыть. Это старый город, и вот новые города, они строятся таким вот образом, решетка, там все перекрыть легко, контролировать легко. А вот старые города контролировать очень сложно. Поэтому протоколы, которые там существуют, наверное, довольно хорошо предусмотрены, чтобы все силовые структуры, которые там есть, полицейские, они по протоколу закрывают все улицы вокруг, то есть самого инцидента первым кольцом, вторым и, возможно, даже третьим кольцом. Так вот, третья сила, которая там была, это силы быстрого реагирования. Чтобы понять, что такое сила быстрого реагирования, нужно понимать, например, простейшую вещь, которая для государства не имеет особой цены, но которая также хорошо охраняется, допустим, на минимальном уровне по сравнению с штабом ФСБ. Это, скажем, любое отделение банка, любого банка. В случае, если вы, допустим, решите ограбить банк, после того, как вы взяли автомат или любое оружие и вошли в здание банка и крикнули «это ограбление», в этот момент нажимают тревожную кнопку. С того момента у вас есть от 5 до 15 минут. То есть, возможно, и 5 минут у вас нет. Потому что силы быстрого реагирования, то есть улицы перекрывать полиция начнет сразу. Это во-первых. Во-вторых, прибудет СОБР. И в-третьих, ОМОН и вот эти две службы быстрого реагирования, которые приедут, и просто они приступят к вашей ликвидации. То есть у вас фактически нет времени. Это один обычный банк. Представляете, если вы решите штурмовать, например, любое отделение милиции. В случае, если вы начнете атаковать, смотрите, что есть ценного в отделе милиции. Первое — это заключенные. Если там, например, мафия решила отбить своего, например, лидера. Такое может быть. Второе — это уничтожить там склад, то есть вещдоков, хранилище вещдоков. И третье — просто, зайти и похитить информацию о сотрудниках
полиции и всех, то есть в электронном виде, что там какая у них база есть, информативная база, вот это можно вынести, допустим. В случае, если вы начнете атаковать, если в банке внутри охраны почти что нету, то, значит, в отделе милиции там, по крайней мере, 10 вооруженных людей, которые первым делом будут защищать эти 3 вещи, пока не прибудет СОБР. СОБР прибудет значительно быстрее, чем вызов в любой банк. Понимаете? А представьте, что такое, значит, допустим, нападение на эскорт Путина. Сколько у вас есть времени после того, как вы из РПГ лупанете по первому, значит, в эскорте по первой машине? У вас будет буквально 5 минут. Значит, на Лубянку, как только Евгений Манеров зашел и открыл огонь, вполне возможно, внутри информации очень мало, но бой начался именно в прихожей ФСБ. С того момента силы быстрого реагирования выдвинулись сразу. То есть через 5 минут уже завязался конкретный бой. То есть улицы были оцеплены полицией, полиция лупила по нему, значит, по Евгению. Изнутри, значит, лупили ФСБшники, сколько их там было, там, я не знаю, гарнизон. И, значит, прибывшие все силы там СОБРа, значит, ОМОНа, наверное, и еще там Вымпел, Альфа, значит, линейная разведка Министерства обороны. Сколько их там было? Несколько тысяч. Сколько они выпустили по Евгению патронов? То есть пуль. Не знаю, 100 тысяч пуль, наверное. Стреляли со всех сторон. Смотрите, как, наверное, устроена, значит, охрана здания штаба ФСБ, да? Дело в том, что внутри они сразу забаррикадируют дверь. Вторым делом часть, значит, гарнизона, она будет, то есть поднимется наверх на крышу. То есть по Евгению стреляли с крыши, то есть снайперы должны стрелять. Они занимают круговую оборону всегда на крыше. Дальше, они баррикадируются по каждому этажу. И самое главное в здании ФСБ, я так думаю, это подвал. Там, где хранится вот это, там, где стоят серваки, и там, где хранится вот этот архив ФСБ, который в случае, если начнется штурм, то, значит, под угрозой захвата, если это будет такая ситуация, то есть буквально какой-то спецназ буквально за минуту туда прорвался, через 5 минут они уже начнут скачивать базу данных, допустим, да, или простейший способ, кто-то пробьется на крышу, поставят тарелки и передадут информацию сразу в космос, нам на спутник, допустим, да, и, значит, в этом случае они, если будет угроза захвата, они должны все это уничтожить, то есть ФСБшники сами. То есть там в подвале люди сидят, наверное, там, не знаю, там какие-то горючие смеси или там эти, чтобы серваки выдергивать, или я не знаю, как они его уничтожают. Кислота. Ну, наверное, взрыв какой-нибудь там. Может, напалм какой-то есть, который в комнате выжгет все, например, все подвалы с архивом за секунду, например. Таким вот образом. То есть внутренняя структура обороны такая мощная, что когда Евгений вошел, начал стрелять, вот этот крепость у них протокол сработал, и как только Евгений оттуда вышел, по нему стреляли со всех сторон, значит, вот это на улице, и стреляли еще сверху по нему. Я еще не знаю про дроны. Подняли они, успели поднять дрон? Наверное, я так думаю, дроны были подняты, я так думаю. И значит, какая ситуация? Дело в том, что вот эти ФСБшники, значит, силы быстрого реагирования, полиция, все эти ребята наточены на стрельбу. Особенно в центре столицы, как говорится, в центре нашей родины, в нашей столице, в Москве и, значит, внутри еще в центре Москвы. Элитные подразделения. Это все сплошь элитные подразделения. И они стреляли по Евгению, и Евгений в одиночку вел бой, можно сказать, на 360 градусов. Заперся там в этом, то есть там, где колонна стояла, и отстреливался. То есть таким вот образом, что он убил 2 ФСБшников. Почему? У них там протокол позволял, что ли, ФСБшникам выйти из здания. Сколько они там взводом вырвались. То есть у них, наверное, по протоколу выйти и занять оборону еще на территории, сориентироваться, может быть, и у них такой был приказ, там, то есть не приказ, а они же действуют по протоколу, там никто не успеет отдать приказ при штурме, допустим. И вот, каким образом получается, что натасканная, то есть элита нашего ФСБ, элита армии, элита спецслужб
И даже вот эти полицейские, которые ведут патрулирование центра, ну, наверное, не самые худшие полицейские, я так думаю. Они в бронежилетах, в касках, из оружейки взяли автоматы и лупили по Евгению со всех сторон. И бой шел 40 минут. Сколько обоим можно опустошить, значит, этим тысячам людей, значит, в кого они стреляли? Понимаете? Как они не могли ликвидировать его в течение 40 минут? Он же недалеко ушел. Я понимаю, он бежал бы по определенной схеме. Там можно было бежать там, по дворам, отстреливаться, быстро переодеваться на ходу. Но Евгений не был спецназовцем. Вот в чем дело. И на него не работала группа. Он просто как там вышел, там в принципе и остался. То есть вообще не мудреная штука. Понимаете? Он даже не пытался ничего сделать. Он просто устроил там бой. Каким образом его не могли убить? Допустим. И теперь мы переходим, значит, к мистике. Дело в том, что когда люди уходят на войну, где вот, скажем, Первая мировая или Вторая мировая, там, где шансов умереть очень много, тем более на передовой, когда вокруг стреляют из пулеметов, из автоматов, из всего, что можно, и все несет к тебе смерть, значит, чаще отдавали вот обереги. Оберег работает каким вот образом? Например, в начале боя снаряд может взорваться рядом и осыпать тебя, например, песком. Значит, и ты оглушен. Когда бой прошел, ты оклемался, смотришь, полку конец, ты единственный выживший. И так каждый раз. Тебя выслали где-то, не знаю, за едой, значит, в тыл. Когда ты вернулся, полка нет. То есть оберег, он будет тебя оберегать от всех ситуаций, он будет охранять тебя от тех ситуаций, в которых ты бы мог погибнуть. Понимаете? Когда враг целится в вас, рядом поднимается кто-то другой, который окажется более ближе к нему, и тот стреляет в него. То есть оберег работает таким вот образом, что вы будете избегать самой ситуации погибнуть. Дух, который находится в этом обереге, значит, его еще по-другому называют аргс. Это тот, который ходит вот вместе как бы с вами, с этим оберегом, и он защищает всю вашу жизненную линию, и он помогает вам вернуться домой, допустим, да. Второе, значит, бывает, когда человека заговорил шаман. Например, это было много описывалось, например, вот англичанами и американскими вот этими, когда вот индейцев, скачущего индейца по полю, стреляли в него и не могли попасть. То есть что-то непонятное с ружьями происходит, либо как невозможно попасть. Сотни человек в него стреляют в чистом поле, и никто попасть не может. Так работает заговоренный шаманами человек. То есть, знаете как, его пули как будто не берут. Понимаете? И, значит, попытаться с мечом одолеть этого человека тоже сложно. Он как будто каменный становится, как металлический, чрезвычайно быстрый и так далее. Значит, вот такие вот бывают события. А бывает тогда, когда человека вселился шаман, сам шаман. Понимаете? Тогда вот начинается вообще мистика. Например, воинское подразделение не может определить, сколько человек было вообще противником. Когда как был всего один человек, они затрудняются сказать, так сколько их там было? Военные говорят, не знаем. Не знаю, я, по крайней мере, видел 3. И я вроде попал, но когда пошел, там никого не было, ни капли крови даже там не было. Значит, он появлялся то спереди, то сзади, значит, то между нами, то ли везде. Знаете, как фильм у Мела Гибсона, помните, как «Патриот» называется? Когда вот солдат не мог понять, объяснить толком, сколько же было противников. Но не мог понять. Стреляли все. Стреляли ФСБшники, стреляли, значит, вот эти спецслужбы быстрого реагирования, МВДшники стреляли, полицейские, все вокруг стреляли. 40 минут шел бой. В конечном итоге никто не может сказать, сколько же было нападавших. Следствие провести невозможно. Понимаете? И это притом не белая мгла где-то в тундре, да, когда вот зимой в 10 метрах уже ничего не видно. Человек проходит туда, раз исчез, и ты не можешь его, допустим, найти, да. Нет, это был город, все на ладони. И как невозможно
когда люди не могут сказать, сколько человек их было, сколько. В конечном итоге, когда через 40 минут бой утих, они нашли всего один труп. Один, который умудрился 2 ФСБшников убить и 4 ранить. Понимаете, о чем я говорю? То есть я веду к тому случаю, что в России у нас есть только единственный шаман, настолько влиятельный, который мог бы вот таким вот образом действовать. То есть настолько сильно влияющий людей на таком большом расстоянии. Это Александр Габышев. Понимаете, он же говорил, что он возьмется за оружие. Очень похоже, что когда Евгений Манюров, он решился отомстить, то есть своей жизнью показать, он, наверное, конечно, не Пушкиным был, но этот человек застрял в своей жизни, это его жизнь и оказалось его письмом для нас, что он хотел сказать своей жизнью и что он хотел сказать своей смертью, где он просто вот так пальцем указал, кто является преступником в нашей стране, кто является нарушителем нашей Конституции, кто тот, который должен нести ответственность за это дело. И вот в этот момент, когда он решился на это сделать, и когда он пошел воплощать свою, задумку, в жизнь, в него вселился, судя по всему, дух шамана, который путал все вокруг там. То есть, когда ФСБшники, силы быстрого реагирования, не МВДшники, они даже толком не то, что в него попасть. В течение 40 минут они не могли понять, сколько человек штурмует здание. То есть они постоянно путались в этом. Понимаете, интересно, как это работает? Ребята, как вот считаете, напишите в отзывах, мне вот интересно, кто интересуется такими мистическими практиками, там, не знаю, там, как вот эти телепередачи, которые идут, да, про битву экстрасенсов и так далее. Кто-нибудь когда-нибудь слышал похожего по мистике человека, который обладал бы такой мощью? И насколько это правдоподобно на самом деле? Мы же современные люди. Но дело в том, что то, что случилось, это действительно какая-то мистика, когда вот такое охраняемое здание, центр России в тоталитарном режиме, в день чекиста, когда и так, наверное, силовики находились, спецслужбы находились в режиме, как называется, повышенного боеготовности, вот такое могло случиться, что такая вот мистика могла случиться. Ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчики. Следующий мой ролик будет посвящен, политике Путина, почему у него вдруг стало все валиться из рук. Например, вот Северный поток. Каким образом его бравада, которая началась, и его отношение к Александру Габышеву было настолько этим, и сейчас у него все копии начали ломаться мистическим образом. То есть Северный поток 2 он сделал на 95%, и не взад, и не вперед. Ребята, подписывайтесь на мой канал. Следующий ролик будет очень классным и будет со стороны, не только с глазами россиян, но и от всемирного сообщества, как это выглядит со стороны, например, Соединенных Штатов Америки. Спасибо.